Номер 99 Владимир Лойко. Номер 3 Артем Волович. Номер 7 Дмитрий Гахария. Номер 8 Рачинский Илья. Номер 24 Ефрем Вартанян. Номер 77 Никита Чиж. Номер 90 Сергей Кошин. Капитан команды Александр Шинецкий. Номер 17. Главный тренер команды Алексей Кучук. Состав футбольного клуба «Сморгонь». Номер 1 Дмитрий Лобко. Номер 5 Алексей Тараканов. Номер 7 Никита Шугунков. Номер 9 Павел Демитчик. Номер 10 Антон Сорокин. Номер 17 Владислав Яцкевич. Номер 18 Владимир Коско, капитан команды. Номер 21 Альберт Капский. Номер 23 Алексей Лоско. Номер 24 Виталий Ганич. Номер 33 Артем Теплов. Номер 16 Антон Голговский. Номер 8 Семен Смунев. Номер 11 Алексей Рогач. Номер 13 Александр Толканица. Номер 20 Владислав Кабачевский. Номер 29 Павел Лакулич. Номер 31 Денис Гружевский. Главный тренер команды Алексей Дворецкий. Матч обслуживает судейская бригада в составе: судья в поле Курадовец Дмитрий, помощники судьи Иван Богович, Олег Маслянко, инспектор матча Михаил Архипов. Ну что, познакомились мы со стартовыми составами, не знаю, было ли вам слышно. Привет всем, с вами Леша Важник, оператор Денис, и мы тут все прям готовимся увидеть первую победу Крумкачева, а может и не первую, не знаю, но первый в любом случае будет, не знаем сегодня ли. Сморгонь, 5-й тур чемпионата, 1-я лига. Напишите в комментах, нормально ли меня слышно, для того, чтобы мы понимали, как бы там ближе отойти, потому что микрофона нет, приходится говорить прямо в камеру. Ты будешь мне говорить, что же? Поднимайся сам! Первая атака Крумкачев, Сава, штрафной. Показалось, что Талейка попал в руку, но арбитр не реагирует и подстраховывает. Джугир не дается Сморгонь выйти в атаку. 2 мяча на поле. Шумные болельщики Крумкачева поддерживают свою команду. Расскажу сейчас вам о стартовых составах команды. Начну с хозяев. Сморгонь. В воротах Дмитрий Лобко. В защите, ну давайте даже не знаю точно по расстановке смотреть по игре. 5-й номер Алексей Тараканов, 7-й номер Никита Шугунков, 9-й Павел Демитчик, 10-й Антон Сорокин, 17-й Владислав Яцкевич, 18-й капитан команды Владимир Коско, 21-й Альберт Капский, 23-й Алексей Лоско, 24-й Виталий Ганич, 33-й Артем Теплов. Что хотел? Что? Волнение? Ну что, расскажу вам о составе нашей команды. В воротах Антон Шунто, 14 номер.
5-й Павел Плосконный, 9-й Максим Савостиков, 10-й Ярослав Багунов, 11-й Дмитрий Порхачев, 17-й Александр Сочинецкий, кандидат команды. Багунов поторопился и не получилось. Атака. А вот уже может быть опасная атака с Маргони. Савостиков. Жигир очень уверенно подстраховал. Продолживается. 17-й команда Александр Сочинецкий, 19-й Максим Талейко, 23-й Евгений Чеботаренко, 25-й Кирилл Алексеян, 28-й Павел Баскаков вернулся в состав после небольшого повреждения и 89-й номер Илья Джугир. Судя по началу игры, Крумкачи будут играть по той же расстановке, по которой они провели матч с Рухом. 3 центральных защитника, 2 крайних, 3 в центре и 2 нападающих. Это сегодня Ярослав Багунов и Женя Чеботаренко. Нарушает правила на правой игровке Савостиков и будет штрафно пробивать с Маргонь. Не в штрафную подает, а предпочитает контроль мяча. Багунов едва не перехватил мяч после выноса защитников. Уже не первый раз Илья Джугир страхует партнеров. Много атак мимо этого защитника идет. И вот сейчас угловой мяч выбивает. Первый стандарт с угла поля выполнен футболисты хозяев. Правильно время идет. Ну так правильно. Какое правильное время? Ну, конечно, неправильно. Не смотрите, что на табло у нас там 9-я минута, мне кажется, чуть... Антон Шунто выбивает мяч кулаками и первым на подборе Ярослав Багунов. Оттирает Багунов от мяча, 21 номер, это... Посмотрим сейчас программу. Программы номеров нет. Удар от ворот. Едва не успел. Этот был 21 номер Альберт Капский. Там оттер Багунов от мяча. Полнеровно? Примерно, не знаю. Антон Шунто выбивает мяч в поле. Чеботаренко борется, но проигрывает борьбу. Тараканова. Вы знаете, по регламенту первой лиги необходимо, чтобы 2 игрока моложе 98 года или моложе находились одновременно на поле в составе каждой из команд. То у Сморгони, например, это вратарь Лобко и 17 номер Владислав Яцкевич. А у нас это Джугир, центральный защитник, и справа правый защитник Кирилл Савостиков, 98 года рождения. Вставляет Савостиков мяч Джугиру. Главным тренером Сморгони является Алексей Дворецкий. Наносит удар Чеботаренко очень высоко и очень неточно. Мяч улетает прямо в парк отдыха, который находится прямо возле стадиона Сморгони. Хорошая сегодня погода, вот это единственный выходной на этой праздничной неделе. И уже не первый раз, обратите внимание, что Савостиков вставляет мяч Джугиру, потому что тот сбрасывает. То есть не крайний защитник, это третий центральный. Значит, что много высоко будет играть. И пока Илья Джугир на мяче. Тут кто первым успеет? Плосконный. Плосконный не мудрство лука выбивает мяч в аут. Не выдумывает ничего. Сморгонь пытается перейти в атаку.
Ни разу не выиграли эти команды в текущем чемпионате, 4 тура провели, Крумкачев 2 ничьих. 2 ничьих, 2 поражения, а у Сморгони аж 4 банки. Думаю, обе команды хотят исправить. И Сморголь, который играет дома. Внушительный сектор поддержки приехал поболеть за Крумкачи сегодня, как всегда. Мне так подсказывают, что около 50 человек. Что? Ну, вытащил. Кто кричит на меня? Кто кричит, поднимайся сам. Шинецкий выиграл мяч. И здесь. Так, сохраните мяч. Вот. Мяч уходит очередной раз от 33 номера. Чаще Крумкачи сегодня атакуют через правый фланг, где играет Максим Савостиков против Артема Теплова. Именно Теплов забил мяч. Эти команды проводили спарринг за неделю до старта чемпионата в Минске, когда Воронов отличился Чеботаренко красивым ударом, а со штрафного не менее красивый гол забил как раз таки Теплов. Задают вопросы люди под комментариями ВКонтакте, кто в запасе сегодня у Воронов. Это Владимир Лойко, номер 99, Артем Волович, Дмитрий Гахария, Илья Трачинский, Ефрем Вартанян, Никита Чиж и Сергей Кошель. Кого-то из них мы точно сегодня увидим во втором тайме. Едва не выиграл Бакскаков мяч. Максим Талейко прорывается по флангу и зарабатывает. Казалось угловой, но не уверенно боковой показал от удара от ворот. Даже стандартно было заработать, но атака была сама по себе неплохая. Савостиков отдавал на Талейко, и Максим опустился с центра на позицию правого инсайда. Лицом, Джуга, сразу, Джуга! Сей Тараканов с мячом, это номер, переводит на правый фланг. Подача в штрафную Шунто. Очень опасно было, и сейчас уже казалось, что могут перспективную атаку Вороны развить, но Талейко отдал пас прям за центральному защитнику, Чеботаренко не успел на... Шинецкий одного съел, а второй подстраховал Вороны полузащитники, и мяч остался с Маргони.
Подтолкнул Багунов защитника в борьбе, так считает арбитр, и мяч переходит снова с Маргони. Никак не могут Крумкачи контроль взять над мячом. Чеботаренко столкнулся с 7-м номером команды хозяев. Жуга, входить будет! Обыгрывает Прохачева. Очень опасный удар 7-го номера. Чуть мимо. Антон Шумто реагировал глазами на этот удар. Никита Шугунков. Никита Шугунков пробивал, и повезло сейчас гостям, что мяч не оказался в сетке. Все началось с того, что в центре поля никак не могут зацепиться вороны, и там по флангу Прохачева прошел человек. Прохачев отработал сейчас, не дал исполнить подачу. Быстрее! Быстрее! Леша! Низко вы, блядь! Начинает что-то, вроде бы начинало что-то получаться, и все равно Баскаков там не добрался до передачи, не сумел пройти по флангу. То есть опять мяч у Сморгони. Очень много контролирует последние 5 минут мяч хозяева поля. Такое ощущение, что нарочно Крумкачи отдает инициативу. Вот сейчас вне игры. Возможность сделать небольшую паузу. Лосконный загружает мяч в штрафную, даже не долетает до штрафной. И опасная атака с Маргони. Сейчас 18 номер ускоряется по флангу. Илья Джигир против него. Савостиков не успевает подстраховать. Будет ходить в штрафную. Подача высоко. Мяч... Но сейчас арбитр не сразу среагировал на то, что мяч попал в руку с Маргони. Да, это была ненарочная игра, но могла получиться опасная атака и очередной стандарт. От ворот. Чеба, да? Очень хорошо поставил корпус 23 номер с Маргони и не смог Чеботаренко откликнуться на эту передачу. Мало с мячом встречается лидер Крумкачева Ярослав Багунов, и в том числе поэтому не получается проводить какие-то атаки, обостряющие, креативные.
Продолжает владеть мячом Смаргонь. Теплов по флангу один. Талейка против него падает сразу. И вот Савостиков перехватил. И передача вперед. Иначе Батаренко вряд ли выиграет у Ласко эту борьбу. Вау, выбивает. Савостиков. Мяч у Прохачева. Подача прямо в руки вратарю. Савостиков и Джугир против Маргони. Обыгрывает Джугира. Фоль штрафную. Маргони хотел хитро сыграть, но слишком хитро. Кстати, тоже обратите внимание, что с Маргони играют не свои традиционные цвета. Обычно красно-черные полосатые футболки, Милан. Сейчас. Опасная атака может получиться. Чеботаренко не зацепился. Опять Ласко выиграл у него мяч. А в какой-то момент показалось, что Чеба с Бодуновым вдвоем против одного защитника, но мяч скакал и не смог Чеботаренко выиграть мяч у защитника. Опасная получается, может, Ярослав Богунов, передача на Чеботаренко. Отличная атака могла получиться, но Чеботаренко не распорядился мячом так, как следовало, и мяч снова с Маргони. Ну, хорошая просто атака. Внимательно! А кто? Я? Богунов. Чуть-чуть начали вороны обострять игру, но пока до супер моментов делать не доходит. Ласкон очень странно сыграл, на самом деле, дал Антону Шунто завладеть мячом и едва не привез. Вы тексту вывел? Конечно. До 20. Конечно. Володя, жди, Володя, принеси! Открывай!
Выиграли? Кого? Умеют. Могут. Левая нога, здорово! Боры! Закончили? Уронили там Женю Чеботаренко, но нарушения нет, и он встает. Надеемся, все в порядке у нашего нападающего. Но пока не очень в порядке игра. Нет моментов в Мкачевой, там был удар Багунова слабый. И на этом все. Серега, под картинкой, где состав. Зачем? Раньше шел там. Ну, такая игра. Призывают Джугира быстрее мяч вводить в игру. Ага, подтолкнул 18 номер. Сейчас Авостика будет исполнять стандарт. Смотрим. Хорошая передача и игры. Повезло, что не вжалась Марго в атаку, арбитр показывает исполнить удар. Порядок должен быть везде. Опять через стекло. Очень много атак проходит по флангу Савостикова. И вы смотрите, сейчас преимущество у футболистов с Маргони. Будет, наверное, удар. Защитник очень опасно. Солейко выигрывает мяч. Чеботаренко. Может получиться контратака мяч, но переводит. Подсказывают Каско, что там Раскаков на нем. И опять число Савостикова. Опять рука была. Ярослав Багунов ускоряется, может быть опасный момент. Но Багунов полетел, конечно, очень красиво. Если чуть-чуть он мог бы не поставить. Надо было чуть-чуть ближе к штрафному. Еще. Ну, с пенальти у нас тоже есть вопрос, поэтому я бы так. Может, штрафной лучше исполнить. Багунов бить будет? Опасный штрафной будет бить НФК. Примерно на 30-й минуте матча. Алексеян от мяча отошел, хотя ожидал удар Алексеяна.
Ну все сами видели. А уже сейчас опасная атака с Маргони. Ну, молодец Жигир. Постраховал очередной раз. И, казалось бы, прямо по вратарю бил в ближний угол. Мяч. Два мяча на поле, арбитр не ее выбивают. Вот и дождались мы очень опасного момента. Это стандарт. Ярослав Богунов попадает в штангу. Богунов может будет ускоряться или нет? Никого нет в штрафной, кроме Чеботаренко. Максим Талейко. Чеботаренко странно как-то упал, его мяч не принял и не упал при этом. Хорошая передача, между прочим. Там Пласкон должен быть первым на мяче. Но мяч потерял. Поднимает флажок арбитр и показывает, что мяч ушел от у Алексеяна рука, да? Я далеко не сюда, не видно. Я в очках просто. Колокольный звон раздается над стадионом во время этого прямо подачи стандарта. 6 часов вечера. Очень близко стоит Пархачев к мячу, ближе, чем 9 метров. Ну, кепчик поставить? Скоро закончится. Чего не борешься, Жень? Борис, давай! Иди! Максим Талейко с мячом. Передача. И не успеет. Не успели вдвоем. На 10 остается до конца первого тайма, счет 0-0. Самый опасный момент — это удар Ярослава Богунова в штангу на исходе получаса игры. Что случилось там с Чеботаренко, попали ему там в лицо или локтем, или... Да, показывает, что локтем получил. Надеемся, все в порядке, там крови нет. Спасибо. Вот рядом с ним Максим делает. Разыгрывайте, бля! Да, едва не произошел у нас конфликт, но все в порядке, игра продолжается.
Хороший перевод очередной, там Солостиков первым успевает. Много грузит на этот фланг. Два мяча. Два мяча. Маргони квадрат так играет, и наши бегают за мячом. Да. Прям как все. Ну он там фотку ходил. Чеботаренко едва не зацепил там. Ну там, смотрите, один на один против Дмитрия Пархачева остается. И делает Пархачева легко, причем очень. И опасный момент. А теперь повезло, что прошла передача, и Талейка не добивает мяч. Теплов еще много владеет мячом с Марго. Не может пока конвертировать из этого опасного момента, но все это неприятно для гостей. Хочется увидеть какой-то конструктив, какие-то атаки. Пока все это идет как выносы вперед. В сторону болельщиков. Привет болельщикам. Вот больше Воронов на половине поля с Маргони, но Пархачев принимает решение отдать мяч назад. И Чеботаренко фалит. Вот странная атака была, реально много было на половине поля. И он сыграл назад на Плосконного, там, или на Кирилла Алексеяна. Заброс. И на этом все закончилось. Ну, заброс. С Маргони интересно играет, получается. Но здесь очередная передача, и вот сейчас вдвоем против Жигира остаются и врывается в штрафную. Получил Антон Шунто, по-моему, повреждение или что? Я подумал, что только поставил. А чего вот в одной форме? Практически. Ну и вратарь. Не знаю. Так, ну, можно? Какой видно? Ну, оттенок такой, знаешь. Как у них игроки? Да, сложно отличимых. Ну, вратарь в красной форме, а у них игроки в красном похожи. Ну, это как Здесь вот на картинке я не различаю. Ну, плохо различаю. Ярика ударили по ногам и таки мяч. Но они ударили не сильно, чтобы поставили. Ребята, что рук? Он не положил на землю, он продолжил играть и руками коснулся мяча. Да. Мадабаскаков наконец-то с мячом. Но поставили нарушение сейчас здесь. И, по-моему, первое предупреждение в матче у нас получает 24 номер. 24 номер с Маргони. Виталий Ганич. Совсем немного времени остается до конца первого тайма, там около 5 минут. Плюс, может быть, добавить, но пока добавлять нечего, никто не получал повреждения. Разве что долго Волгин разыгрывали стандарты у своих ворот. За это можно минутку накинуть, наверное.
ты же говорил, границу с моими. Ай, играй! Не фали! Фали! Не фали! Что локомотив? Один! Играй! Спина! Это! Решай! Врывается Чебуренко в штрафную и совсем неожиданное решение, пробил в дальний угол, не простреливал, но... Это волна. Видишь? Лига чемпионов продолжается, да? Поджал Ярослав Багунов защитника и вынудил того выбить мяч в аут. И будут вороны бросать аут. Торопится Прохачев к мячу. И вот еще один будет стандарт. Там Они по своим. Сава не классирующий, Сава подает прямо. И на него тоже надо бьет поворот. Друга! Что разговаривать не забывай! Друга! Смотрим. Да, вот так вот завершился стандарт. Фолом на вратаре. Первый тайм окончен, счет 0-0. Вернемся во втором.
тайм у нас Сморгонь, НФК. В первом тайме было немного опасных моментов. Ярослав Багунов на 30-й минуте пробил штангу. А в основном владела преимуществом Сморгонь, а Крумкаши пытались вторым номером играть. Это не получилось ни у одной, ни у другой команды. Сморгонь смотрелась чуть интереснее за счет контроля мяча, попытка атаковать через фланги. Это был очень опасный момент, когда 7-й номер хозяев бил практически из пределов вратарской, там, но мяч мимо прошел. Антон Шинто решает, что сделать, и жесткий стык. Серия ошибок и мяч у Тараканова. 5-й номер разворачивает атаку на другой фланг. Сейчас Сморгонь пытается... А вот сейчас может быть Талейка. Получится что-нибудь, нет? Салейка бросил играть, и может получиться атака. Мяч 7-го номера Сморгони нужно играть. Салейка долго показывал арбитру и перестал играть. Это очень странное решение. А вот и сам Талейка нарушил правила, и будет опасный стандарт. Вместо разговоров получили стандарт. Начинает портиться погода в Сморгоне, и такое ощущение, что будет дождь. Сегодня сказали, что выпустит град. Даже небо плачет, видя матч Сморгонь НФК. Тимати плачет небеса. Выиграл. Забито 95-й. Подача. По штангам у нас 1-1. А теперь опасный момент. Чеботаренко рвется к мячу. И кого мяч уходит? Непонятно. Да, вот так вот могли получить Вороны мяч в свои ворота в самом начале второго тайма. Ну вот по штангам счет сравнялся на табло 0-0. Играть, встречай! Казалось бы, дошел мяч до Багунова, штрафной наконец-то. Там был Где вышел мяч? Багунов хотел пяточкой сыграть, но не получилось. Чеботаренко показалось, что нарушает правила, но... Шел разминаться. Да. Вытяни ручку. Что? Ручку вот эту. Какую? Так? Вытяни просто. Куда вытянуть? Что сделать? Где закрыть? Туда, на ручку просто, чтобы не потерять. Вот так сказать. Это не Сморгонский. Володя на скамейке запасных. Как всегда. Ближе, Марк! Втроем, получается, убирали мяч и
Едва не наиграл на предупреждение, там, кажется, Скшенецкий или кто. Давай выше! Выше, партнер! Ага, они пытаются чуть выше играть для того, чтобы... Выше, давай выше! По что-то получилось. Опасная атака. Может быть получиться у Воронов. Прохачев врывается во флангу первый раз за матч. Стреляет и мяч просто принимает защитники. Опасная атака была сейчас, но не смог дойти мяч до Богунова. И начинают разворот. Владение Прохачев. И передача Плосконного совсем не точная. Серия ошибок. Мяч у Савостикова на правом фланге. Будет подавать Максим. Совсем не точно до Рубаскакова. Хорошее решение, но не точно очень. Получил повреждение в борьбе за вратарем с Маргони Дмитрий Прохачев и с трудом возвращается на левый фланг. Слушайте, может он останется просто впереди, не будет делать поброски. Судя по всему, Прохачев не сможет продолжить встречу. Больно Дмитрию Прохачеву и мяч вышел. С мячом опасно может быть. Казалось, что мяч попал в руку защитнику Маргони. Что случилось? Не помню. Нарушение? А чего он не... Давай, Сава, дожди снег! Давай, где? Дожди снег, где? USB здесь. Сука, концентрация, сука, Альба! Саша, остань! Давай, бежать надо! Все высокие парни в штрафной с Маргони, а Ярослав Богунов на границе будет вбегать. Много игроков. Воронов осталось в штрафную. Чеботаренко, Джугир. И Баскаков не смог обыграть соперника. Ну, наверное, что это желтая карточка, может быть, вполне. Маша, дайте покой, Ма! Будет ли подача? Виктор, выщемей! Алексеян хорошо сыграл, оставил мяч Воронов. Таня, не давай сделать, Таня, не давай, левый рабочий, Таня, ближе, Таня! Играй! Аут. Пытался Винсана компании исполнить Плосконный, пока как бы тяжело. Оригинальный человек, люблю оригинальный. Люблю, когда оригинальный.
Хочется выбежать. Манчестер Сити там 4 гола забил. Ну, 4-0? 4-1. Жизнь. А был еще. Не знаю, быстро. Больше желания стало у Воронов, на самом деле, заметно. Это больше владения. Очень опасная атака. Это открывающий матч. Буквально завели мяч в ворота. На видео нолик нажми. На, держи камеру. Ну и... Да ты что? Нет. Мяч в ворота футбольного клуба «Сморгонь». Забил игрок под номером 11 Дмитрий Пархачев. Да. Вот так открыли счет Вороны, но еще много времени у Сморгони и у команды Алексея Кучука, чтобы переразвить этот успех, или Сморгони, чтобы сравнять. Дмитрий Пархачев свой первый мяч в сезоне забивает. Была у него возможность в первой игре с Торшей, но тогда пенальти не сумел он реализовать. Здесь подключился к атаке и нанес разящий удар. Ярослав Багунов сейчас будет уходить. И слишком много перед ним игроков, и в итоге не получился удар Багунова, блокировали защитники, а момент был хороший. До этого был фол на Толейко, и Чеботаренко борется до последнего, и иногда еще раз бросить мяч из аута защитника Сморгони. Толейко едва не отобрал мяч. Высоко поднимается Кашин для того, чтобы нарушение, да. И желтая карточка получает Кирилл Алексеян.
Извиняется Алексеян, там это неумышленное нарушение получилось, но довольно грубо. Да, заметно, что НПК в втором тайме стал выше прессинговать. Не дает Маргони разыгрывать эти мячи, как было в первом тайме. Посмотрим, насколько задумка. Пока 1-0, ну, Прохачев перехватывает мяч. Чемпионат хвалит. Почему хвалит было мяча? За 5-6 раз это было. Что опять? А? Ну опять. Что опять? Да. Баскаков немножко не хватает ножек, наверное, длинных ног, чтобы прихватить мяч. Хорошая передача. И очень прямо на ногу сбросила нападающему с Маргони, ну и Антон Шунтов правильно выбрал позицию и зафиксировал мяч. Очень опасно могло быть, потому что прям никого не было в центре штрафной открытой, Антон выбивает мяч вперед. Выиграл мяч Чеботаренко. Сколько там? 7 человек? Сколько, считаю? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 человек. И все ждут от Бабунова того, что мяч в ворота заведет. Ну, видите, Прохачев подключился однажды. Ему удалось забить. Я же взял. Опасный штрафной у ворот Маргони. В первом тайме Богунов чуть более мяч был по центру, здесь все-таки с левой. Ой-ой-ой, не попал в ворота Богунов. Мяч быстро шел, но я не пойму, дождь начался или нет. Хорошо увел нескольких опорных защитников Воронов. Игрок с Маргони. Баскакову который раз не хватает каких-то сантиметров для того, чтобы отобрать мяч у хозяев. Опасно может быть удар. Антон Шунто с мячом и пас Чеботаренко пытается сделать, но не очень точно. Потому что нет замены у Воронов. Богунов уже наелся, такое ощущение, держится за икры, что это. Ну, штрафной вход, не фалить. Не удается вот этими забросами вывести мяч Ворона. Много владеет мячом с Маргони последние минуты. И это напоминает нам первый тайм, когда вот эти были атаки справа, слева, были подачи. И нарушает правила нападающий с Маргони в этот раз уже на пластфоне, не дает ему добраться до мяча. А где ты смотришь, Олег? Четыре нападающих с Маргони. И пас очень неточный Прохачев. Мяч едва мне казался у Богунова. Что ж такое, немножко не повезло. Там был рикошет и
перестали прессинговать сегодня, пока футболистов хозяин. Не, ничего не было. Вот здесь ничего не странно было нарушение. Он подставился, но... Смотри, откуда бьет, смотри. Где нарушение было, где... Кажется, Талейка дал нападающему выскочить из-за спины, да, и... Желаю здоровья болельщики НФК, футболисту, получившему повреждения. Надеемся, тоже с ним будет все в порядке. Кстати, стоит отметить, что именно так развивался матч товарищества со Сморгонью в Минске. Тоже в начале второго тайма Крумкаши забили гол, и после этого все было нормально, но в конце Теплов, защитник Сморгони, который сегодня играет слева, отличился дальним ударом, по-моему, с метра 25 пробил штрафной и без шансов для тогда стоявшего в воротах Ворона Фрома Бабаева. И что здесь с этой командой Сморгонии нужно более уверенное преимущество удерживать, потому что 1-0 тяжело. Тяжелый счет. Половина второго тайма у нас позади, и еще половину играть. Так что 22 минуты. Смотрим, как Баскаков исполнит стандартное положение. Хитрый розыгрыш с Бугуновым. Опять Бугунов и Баскаков решают сохранить мяч. Ну вот позиционная атака, они так мало мы видели их сегодня. Опасно может быть. Кирилл Алексеевич его постраховать и... Нервная игра такая у нас пошла. Тараканов не дает ему Баргунов получить мяч. Хотелось бы, конечно, посвежее какие-то ноги впереди увидеть. Наелись и Багунов, и Чеботаренко постоянно этими рывками. Бросаться на навесы тяжело. Даже для молодых футболистов. Шинецкий завалил футболиста Сморгони в центре поля, будучи на стандарты. Все футболисты полевые Сморгони на половине поля НФК. Да, не хотят сморгонцы огорчать своих болельщиков. Вот так вот. Правда так? Что, вы сами видели, да, который раз уже прощают футболисты Сморгони Антона Шумто, там мяч отскочил в очень опасной близости от ворот, и точности не хватает пока. Только точности. Моменты создают хозяева. Ух-ух-ух. Опасный момент может быть Прохачев. Это не Прохачев, это Баскаков. На Чеботаренко, ну, что делает Евгений? Опасно Савостикова. И Багунов не отвлекается на этот навес опять. А вот сейчас много игроков Ворона осталось в атаке, и посмотрим, как будет развиваться контратака Сморгони.
обратил внимание, что хорошо играют Крумхачи тогда, когда начинают прессинговать и начинают отбирать мячи соперников. Дело даже не в контроле, а именно в том, как они отбирают мяч. Раньше встречают, не дают так далеко проходить, а вот сейчас может опасно быть. Шинецкий нарушил правила, сложно было увидеть. Выходит Илья Трачинский на поле. Шинецкий получает, наверное, предупреждение, нет? Он, по крайней мере, высказался там жестко. И какой-то конфликт случился на поле. Замена Баскаков уходит с поля. И какое-то повреждение он получил. И... Маргон. Шестой футбольный клуб МФК произошла замена. Вместо игрока под номером 28 Павла Баскакова в игру вступил игрок под номером 8 Илья Трачинский. Оставляет мяч в поле с марганчами, не знаю, как правильно. Ну, удар примерно такой же, как у Паши Плосконного был в первом тайме. Ну, там... Там аут, кстати, не от ворот. Замена готовится в составе с Маргони. Вместо 24-го номера Виталия Ганича на поле готовится вступить Владислав Кабачевский. Еще один лимитчик. Что такое? Это посадка такая. Футбольный клуб «Смаргонь» произвел замену. Вместо игрока под номером 24 Виталия Ганича в игру вступил игрок под номером 20 Владислав Кабачевский. Что там? Ой, Талейка, что-то там конфликт случился, он там следует арбитру сейчас все успокоить, мне кажется, там плохо все закончится. Обеим желтые. Обоим футболистам получили горчичники, это обеим. Да. Талейка получает предупреждение, и его оппонент в этом споре. Хорошо, что друг друга на дуэль не вызвали. Хитрый ход, на самом деле, сейчас, смотрите. Хотелось бы, чтобы чуть быстрее фланга на фланг перевозили. Ворный мяч. Но... Як йось, так йось. Трачинский сразу пришел, сразу пробил. Вот он лошадь в первом туре 2 мяча положил. Быстро бежит 17 номер, Ложко, по-моему, по бровке. Хотел бы, чтобы Прохачев его оттеснил. И... Повезло, что попал сейчас. Долго Трачинский решение принимал, и повезло, что попал. А нет, это, прошу прощения, Владислав Яцкевич, 17 номер. Лавко 23. Всегда успокаивает.
Не выдергивайся, подскочок. В три передачи разыграли, вышли с правого фланга на левый, с Марганчаном. А че, второй раз Антон Шунто допускает такую же ошибку, неуверенно выходит, с его ростом, казалось, забирай мяч и без проблем. И уже... Ты уже говорил это. За 5 минут может что угодно случиться. Движение! Остается около 15 минут, чуть меньше основного времени. И счет пока 1-0 в пользу Воронов. Дмитрий Прохачев свой момент реализовал, но тревожно очень судьбой этой игры. Италейка не повезло. Вот Маргони отскакивали так мяча, нам не отскакивают. А так бы был 3-0 уже счет. Но если бы отскакивал. Богоносцев. Нарушение было, но судья. Сейчас решение интересно арбитра. То есть не то чтобы сильное нарушение жесткое было, но... И Богунов не рванул. Да. Вроде пас неплохой был, когда он проводил. Скевич очень хороший Скевич. Отлично, просто проходит навес. Это, наверное, правый крайний защитник. Правый крайний защитник с Маргони. Владислав Фицкевич очень хороший. От него, кстати, по-моему. Руки нельзя, не можно. Рикошет. Замена у НФК. Вместо Жени Чеботаренко, номер 23, выходит легендарный Жох.
Евгения Чеботаренко в игру вступил игрок под номером 90 Сергей Кошель. Опасно так НФК может быть. Талейка. 2-0. Ярослав Бакунов забивает. Смотрите, что творится. Что такое? Что делать надо? Правый клавиш. И обновить. Вот так вот Олег поборолся. Видите, когда получается, когда идет борьба, когда выигрываешь единоборство. Мяч в ворота футбольного клуба «Сморгонь» забил игрок под номером 10 Ярослав Багунов. Что? Лёва? Я это называю уверенный треш. Дарик, Дарик, Дарик! Что там показывает арбитр? Желтую карточку за Востикову? Я не знаю, там же второй лиги. Подбор, внимание, Илюха. Угловой подает Сморгонь. Который раз нас простили сегодня, вы считаете? Я не считаю.
Ефрем Мартынян готовится выйти на поле. Приуныл совсем Маргон тут. Очень плосконный сегодня выглядит. Как бы как-то вроде как не готовым, да? Замена. Даша. Замена. Вместо Ярослава Багунова выходит Ефрем Мартынян. Будет у нашего молодого нападающего несколько минут для того, чтобы попробовать проявить себя. В составе футбольного клуба НФК произошла замена. Вместо игрока под номером 10 Ярослава Багунова в игру вступил игрок под номером 24 Ефрем Мартынян. Саша говорит, слышал? Едва Ефрему не повезло чуть-чуть. Джог давай. Бежать, Ефрем, бежать! Быстрее, Смещёв ты! Александр хороший доигрывает моменты. 4 минуты. 4 минуты добавленное, да? 4 минуты добавленного времени. В новом игровом времени матча добавлено как минимум 4 минуты.
моментов создала Сморгонь сегодня. Но стрелочка и стрелочка. Тут признать, что большинство этих моментов было не из позиционных атак, а скорее отскоки какие-то. Но все равно есть моменты. У нас таких моментов было меньше, но реализация выше. А? Да. Олег уже наелся, уже не делает ничего. Две минуты из добавленных 4 прошли, и смотрим на очередную атаку с Сморгони. Аут. Вбрасывают хозяева. Ты чё упал? Жак, ты чуть-чуть игр. Мне так кажется. Хорошая очередная атака с Маргони. Минуту еще играть команда. Навес штрафного Антона Шунто. И последних сил не достает мяч. Ну что, остается у нас какие-то секунды до конца матча. Что можно сказать? Вот тот случай, когда вроде в первом тайме вообще равная игра, Сморгонь больше владела преимуществом, не смогли реализовать все моменты. А НФК смогло. И поздравляем всех с победой. Через неделю мы тут пропускаем. Будет у нас товарищеская, скорее всего, учебная игра. Позже мы напишем, где и когда. Спасибо большое за то, что были с нами сегодня. Коля, вы идите. Жених как коньяк.
Что, запрещаю или будет? А, решай, что ты хочешь?